испекла. Не хотите ли отведать? Давай. Ой, девчонки, что-то грустно. Может, споем? Ну давай, запевай. Сижу на камушке, сижу на горючем, а кто ж меня верно любит, а кто ж меня сменит? А кто ж меня верно любит, а кто ж меня сменит, переменит, еще поцелует. Сижу на камушке, сижу на горючем, а кто ж меня верно любит, а кто ж меня сменит? Ой, кто там? Барыня,
Может, пока сыграем? А сыграете? Да, блин, спляшем, может? Да, давайте-ка спляшем, а? Куда ты-то, хромая? Так у меня уж все зажило. Ровно год назад, 10 июня, мы в своей группе ВКонтакте объявили две рубрики. ОККРК, вот этот дом, и семейная реликвия ваш Эмбур. И в течение всего лета, от Дня Республики, от Дня России до Дня Республики, в течение 3 месяцев наши подписчики, наши читатели делились с нами фотографиями и рассказами о самом сокровенном, о корнях, о родовом доме, о родном селе, о семейных реликвиях. И когда мы увидели итог, и когда мы увидели, сколько просмотров набрали, а это было ни много ни мало, более 160 тысяч просмотров, мы решили, что нужно сделать что-то такое, чтобы сохранить этот материал. И наш руководитель Елена Геевна Грачева предложила создать передвижную выставку, и мы не отказались, и вот она перед вами. А сейчас я для приветствия приглашаю сюда Елену Геевну Грачеву.
внимание к традиционному деревянному зодчеству нашей республики, но в первую очередь привлечь внимание, в том числе и молодежи, к семейным ценностям, преемственности поколений. Для молодежи мы использовали QR-коды, хэштеги. Мы очень надеемся, что дальнейшая передвижная выставка все это сработает на нашу цель. Спасибо. Такую рубрику «Идея» питала давно. А в новостной ленте как-то мне попался пост моей подруги с фотографией старинного дома и коротенькая подпись «Ты навсегда в моем сердце». И тогда я подумала, это же здорово рассказывать о своих родовых домах. И тогда мы вместе с моей коллегой, к сожалению, уже бывшей, она сейчас в другом месте работает, с Евгенией Сурниной, решили сделать эти рубрики, продумали концепцию, наши коллеги тоже подключились, и вот эта рубрика пошла в народ, что называется. И мы получили настолько много интересной информации, архивных фотографий, рассказов, даже мистических рассказов про дома. Вот даже перед вами, если посмотреть старинные архивные фотографии, которым более 100 лет, и это нужно было все сохранить. А вот все о домах очень много знает один из людей в этом зале. Это Евгений Анатольевич Худин. Нам было очень приятно, что в прошлом году вместе с нами он тоже параллельно работал над этой темой, и в декабре у него вышла книга, которая называется «Памятники деревянного зодчества Коми-края». Евгений Анатольевич, прошу вас сюда. После Северной околицы хочется что-то сплясать или спеть. А мы не против. Рассказать. Я не готов. Ну да, книга вышла при поддержке Министерства культуры, забыл, как называется, это департамент у них, охраны памятников. Ну, в принципе, тираж был маленький, она уже в продаже кончилась, еще и не рассказывать о том, чего нет. Я, может, немножко так прокомментирую то, что вот здесь представлено. Тут, к сожалению, из южных районов ничего нету. Да? Летка, Прилузья нету у нас. Там вот, да, там ведь есть такие хорошие Ношуль, Спас-Поруб, а по Летке селение там вообще так очень отличается архитектура, эти дома с улиц, это надо их как-то вот включить, Прилузье там. То есть вы предлагаете рубрику продолжить? Конечно, конечно, это же... Мы только за. Это уходящая Я думаю, натура. люди за. Надо как-то это поднимать. Тут много ударских фотографий. 3 да? фотографии ударские. 3 фотографии ударские. С той стороны еще Владимира Филипповича Логачева я увидел с амбаром волшебным. Но у них в Ашгарте не такой маленький, у них 35 метров амбар стоит ярмарочный, середины 19 века. Кстати, Владимир Филиппович помогал нам его реставрировать. Очень большая помощь от него и от его супруги Валентины Владимировны. Ну тут, конечно, в Подъельске шикарнейший колхозный амбар, двухэтажный, наверное, последний. И в Усть-Куломе стояли такие амбары, и в Ношуле, и на Ударе тоже. Это последний, но он разрушается. Наверное, сейчас скоро уже его распилят на дрова, к сожалению. Про Удару что еще сказать? Ну, Удар это как заповедник вообще деревянного зодчества. Там львы, как вы знаете, водятся до сих пор. Часть львов мы привезли в наш музей, но еще 2 там на свободе, в Вильгарте, правда, их не видно. 2 в Ашгарте. Мы аккуратненько забрали, сложили, чтобы они не убежали.
Ну, вообще Вашгород это, вот помните картины Стажарова Владимира Федоровича? «Белая ночь» в Вашгороде, что там, Гудове строят дом. Это вот до сих пор вот эти дома, богатыри стоят, ну, правда, все, и они разрушаются, пилят на дрова местные жители. Дом с красной дверью, кстати, вот у Стажарова картина, вот он там есть, причем даже отдали его нам, пожалуйста, можно восстановить. Что там еще? Дом, где Петерим Сорокин на свадьбе, по легенде, гулял. И Ижму я еще вот тут увидел, и Сизявск, да. В Сизявске, ну вообще Ижма это вот моя любовь. Сизявск, Мохча, Гам, сама Ижма, это вот... как заулыбались. Это вот такой, как клумба, как оазис, такой вот рассадник красоты. И причем, ну понятно, там вот эти старинные двухэтажные дома, они сами по себе такие, как северные крепости, могучие. Но ведь там современные дома строят иженцы, и они настолько как-то вот у них гармонично получается. И это... Вот в каждом селе есть вот усадьба, которой вот залюбуешься. Вот, ну, одна, ну, две максимум там, в деревне, в селе. В Мохче, в Сизявске, каждая вторая вот эта усадьба, ну как картинка. Вот я вот каждый раз на Ижму, когда приезжаю, туда-сюда езжу, и вот не устаю удивляться и хвалить, какие ижемцы молодцы, как у них все вот это гармонично получается сочетать, ну, современные материалы, пластик, там профнастил, там различные вот эти панно резные, вот, что еще можно сказать? А что вы скажете о домах, коми-домах в целом? Есть ли у нас отличия от русской культуры? Ну, когда я начал заниматься лет 20 назад, я бы сказал, конечно, что есть. Но потом я уже занимаюсь, кончил я специалитет по этой теме, магистратуру, аспирантуру. Ну, сколько лет можно изучать? Уже я вот так однозначно не скажу, что у нас вот прямо такой дом, который отличается, потому что приезжают люди из Архангельской области, у нас в музей приходят, а у нас так, точно такой же дом, такая же планировка, все точно такой же. Ну, то есть у нас он сохранился, вот там, как Кировский район, да, есть, вот, к сожалению, не представлен вот этот старинный трехраздельный дом, ну, Зырянский, его Лев Павлович Лашук и Любомир Николаевич Жеребцов, исследователи нашего деревянного зодчества, вообще этнографы назвали трехраздельным Зырянским. Он там на Ловчиме, вот Пастыкерис, Мордина, Лопыдина, на Вишере, очень много в Троицке таких домов осталось, в Богородске, что там еще, в Нившере самой, ну там Зулеп, все эти, это вот вообще такой Кировский район, вот эти два крыла, Вишера с Нившерой и Ловчим, это тоже такие заповедники, вот эти вот, ну, северный дом, две избы, посередине проход и позади такой П-образной скобкой пристраивается хозяйственная часть, вот, если вкратце. Причем все это под односкатными крышами, это вот везде уже вот перестроено на более современное, а там вот они как вот застыли во времени. Есть вот, в Искуломе есть дом 1870 года. В Муфтиге, конечно, старее, там конец 18 века, 1797, по-моему, год есть. Не в Муфтиге, в Машьюге, на Ижме есть самый старый дом в республике. Да. Ну, Верхняя Вычегда тоже не отстает. Гости, а вы заметили, Евгений Анатольевич заповедником и Удару назвал, и Ижму назвал, и Карткирос назвал. Вся республика в итоге заповедник. А
вын, это же, ну вот, это песня просто, это же там. Так что, Евгений Анатольевич, я вас просто так не отпущу. У нас есть задание для наших зрителей. Пойдемте посмотрим, но никому не говорите. У нас есть тут инструменты, которые использовались при строительстве домов. Так вот мы вот сейчас загадаем вот этот инструмент, вам не расскажем. А вы, пожалуйста, попробуйте догадаться. Мы будем вам отвечать на ваши вопросы, а вы логически приходите тихонечко к ответу, что же мы там загадали. Вот любые вопросы. Сразу скажу, что это очень тяжелое. И оно, часть инструмента, там одной части не хватает. И притом не при строительстве, а наоборот, когда уже... Нет, при строительстве тоже. Но это немножко... Бревна это, подтягивают. да, ну, может быть, да. Да, если да. фундамент. И я уже подсказываю. Ну, Так. Молотки. Ну сразу угадали. Так, Пахоми Бабю, ну и Багор, сразу угадали, причем женщины. Это старинный, и он использовался при строительстве двух уже домов при мне. Вот крючком подтягивают, а когда поднимают бревно, втыкают бревно и зафиксируют на ручке такой вот. Молодцы, женщины у нас умнички. Это его знаем, когда дом сгорел и раскатывали бревна. Это другой вопрос, мы сейчас в строительстве. Спасибо вам большое. А теперь я хочу назвать несколько цифр. Материалы рубрик получили 2900 лайков, сердечек. Порядка 165 тысяч просмотров. Более 360 репостов. Участниками рубрик стали 22 подписчика и читателя. Опубликовано 43 уникальных поста о традициях русского, коми, немецкого народов, о старинных предметах и традиционных строениях из Сыктывкара, Ижевского, Межпогостского, Кайгородского, Сысольского, Карткиросского, Ударского, Усть-Бымского и Усть-Куломского районов республики. Участниками наших рубрик стали не только из республики Коми подписчики, но и Вологодской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. А репосты делали и в Мурманскую область тоже. А с нами на связи сейчас из Салехарда, это Ямал, Анастасия Крылова. Можем ли мы ее увидеть сейчас? Она слышит, сейчас подключится. Сейчас подключится Анастасия.